Сейчас смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Здравствуйте. О сегодняшней эпидобстановке в республике, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители республики. На сегодняшний день обстановка остается напряженной. На 25 октября выявлено 275 новых случаев COVID-19. Из них в городе Якутске 143 случая. В Мирнинском районе 13, в Алданском районе 12, в Нерюнгринском районе 11 случаев. По 10 случаев в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах. В Ленском, Нюрбинском, Аймяконском и в Тампонском районах по 8 случаев. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 9 районах. Наиболее напряженная ситуация в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском районах и в городе Якутске. Уважаемые жители республики, хочу акцентировать внимание на том, что медицинские организации республики на сегодняшний день работают с очень большой нагрузкой. На лечении в тяжелом состоянии находится 200 пациентов, в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких 41 пациент. То, что касается детей, из общего количества больных составляет 21%. По темпам вакцинации получили первую вакцинацию 377 645 человек, что составляет 52,7% от общего количества взрослого населения. В том числе лиц старше 60 лет 72 278 человек. Ревакцинировано 22 122 человека. На сегодняшний день вакцина имеется в достаточном количестве во всех районах и во всех медицинских организациях. Уважаемые жители республики, хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что все-таки вакцинация – это наиболее эффективная защита от тяжелых осложнений заболевания. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот его главные темы. С 15 ноября закрывается на реконструкцию аэропорт поселка Черский. Как местные жители будут добираться до Якутска. В Тампонском районе первыми ввели QR-коды в центральной районной библиотеке. Озвучим особенности такого режима посещения. Имя учителя многих поколений амгинцев увековечено. В Амге почтили память ветерана тыла и педагогического труда Марии Широких. Движение на паромной переправе Якутск-Нижнебестях продлили до 27 октября. Все остальные паромные переправы на реках Якутии закрыты, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Всего на переправе работают 12 паромов. Перевозки ведут с 5:00 до 23:00 в зависимости от наполнения. Все остальные паромные переправы на реках Якутии закрыты. С 15 ноября закрывается на реконструкцию аэропорт поселка Черский. Вылететь в Якутск нижнеколымчане смогут из Среднеколымска. Как заверяют транспортные ведомства, стоимость авиабилета не увеличится. Что касается доставки продуктов питания, то в Черске осенью провели завоз по линии Якутоптторга. Беспокоит жителей райцентра рост цен на продукты, ведь чаще всего они закупаются в коммерческих магазинах, где ассортимент значительно больше. Обычно коммерсанты получают в неделю 10-15 мест груза для своих магазинов. Как правило, это колбасы, молочные продукты и фрукты. Доставка идет на пассажирских самолетах. С закрытием аэропорта и полетами по комбинированной схеме себестоимость такой перевозки возрастет в разы. Накануне состоялось долгожданное событие для жителей Алекминского района. Встретили первый пассажирский самолет по направлению Якутск-Алекминск после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Полярная авиалиния». Ну, очень здорово, что такая полоса есть, конечно. Ничего, все хорошо, не такая уже она и верхняя, посадка была успешная, мягкая. Вот. Так что все отлично, все здорово. 34 пассажира мы привезли, назад у нас 40, по-моему, пассажиров. Сейчас еще за мной борт следом идет. То есть будем, да, тоже полярной линии. И до конца года, по-моему, у нас будет 3 раза в неделю к вам летать.
Завершен капремонт на федеральной трассе Вилюй. Дорожники работали на различных участках, охватывающих Нюрбинский, Мирнинский и Сунтарский улусы. Работы по капремонту вели не только на автодорогах, попутно отремонтированы и мостовые переходы. Подробности у Ульяны Шагиной. Федеральная трасса Вилюй имеет важное значение для западной части Якутии. За оперативное управление дороги отвечает подведомственное Росавтодору учреждение Упрдор-Вилюй, силами которой в этом году завершены масштабные дорожные работы. В Сунтарском районе по этому поводу прошло торжественное открытие. Сегодня вводим в эксплуатацию объект капитального ремонта, проходящий по населенному пункту село Тайбахой. Объект современный, технологичный, с тротуарами, с пешеходным ограждением, 4 километра искусственного освещения. Все это будет влиять на безопасное, качественное пользование данной дорогой. Общая протяженность данного объекта в Сунтарском районе 10 километров. Отремонтированный участок пересекает транзитную дорогу в селе Тайбахой. Работы здесь начали еще в прошлом году, а закончили на год раньше запланированного срока. Для жителей села асфальтированная дорога стала настоящим подарком. Ремонт этой дороги для нас, жителей, очень важное событие. Я приехала в село после окончания учебы в 1983 году. Тогда этот участок только начали осваивать. И вот через 38 лет у нас появился асфальт, что очень радует. Ведь любая дорога – это путь к развитию. Поэтому мы все очень рады. Сдан и участок дороги возле поселка Заря. Это 1215-1225 километры федеральной дороги Вилюй. Из-за интенсивного движения машин на участке часто случаются ДТП. Поэтому этот участок дорожники решили сделать в первую очередь. Строили дорогу более 120 человек и 40 единиц техники. Работу приняли представители управления автодороги Вилюй. Мы сейчас планируем от Малой Батови. Как вы знаете, в прошлом году мы мост построили с подходами. И еще мы 25 километров планируем в этом году контракт заключить и в следующем году его ввести. Асфальт будут класть до поворота на Тас-Юрях. Окончательно сдать 100-километровый участок дорожники планируют в 2024 году. Между тем, в городе Нюрба также отремонтирована часть федеральной трассы. Это участок протяженностью более 10 километров, где дорожники установили наружное освещение, 10 светофоров и дорожные знаки. Кроме того, участок заасфальтировали. В последнее время мы видим, что на федеральной трассе постоянно проводятся работы по капитальному ремонту. И каждым днем вся трасса становится лучше и лучше. Качество дорог очень хорошее. Плюс еще мосты. Сейчас ждем мост Верхневилюйский. Тогда уже прямая трасса будет до Якутска зимой. Ну, осенью распутиться не будет. Раньше дорога это вообще плохая была, гравийка была. Где еще ремонта еще не было, там грязь, застревали. Бывало, что сутками доезжали. Но сейчас уже, как мне кажется, 12 часов это максимум. Помимо магистралей, дорожные работы проводились и на мостовых переходах через речки Угуя и Черная в Сунтарском районе, где дорожники также провели капитальный ремонт. Ульяна Шагина, Айтал Колесов, Якутск, Сунтар, Нюрба, Мирный. В Якутии продолжается постепенный ввод QR-системы. С сегодняшнего дня фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортзалы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, центры тестирования ГТО и спортивно-досуговые организации доступны для посещения только привитым или переболевшим ковидом в последние 6 месяцев гражданам. Чтобы попасть на объекты спорта, необходимо предоставить QR-код, сертификат о прививке или справку о перенесенном заболевании. Детей в заведение система QR-кодов теперь пропускают только в сопровождении родителя, имеющего сертификат вакцинированного или переболевшего. В Тампонском районе первыми ввели QR-коды в Центральной районной библиотеке. С 20 октября взрослых пользователей обслуживают только после предъявления сертификата о вакцинации, подтвержденного электронно. Мария Винокурова подробнее. При входе в библиотеку взрослые читатели могут показать сертификат или QR-код на бумажном носителе либо смартфоне. Для детей ограничений нет. Еженедельно мы в библиотеке проводим мероприятия, собираемся неделю раз, творческие люди, обсуждаем новинки, пишем стихи. Поэтому, чтобы обезопасить себя, окружающих, это QR-коды необходимо каждому.
Возрастным пользователям в Центре общественного доступа, который находится тут же на первом этаже, главный библиотекарь Рима Захарова помогает найти, скачать QR-код. В этом центре, в отличие от других отделов библиотеки, количество пользователей увеличилось, в том числе и благодаря переписной кампании. В день посещают до 10 человек, в основном пожилого возраста. В связи с тем, что в учреждениях культуры стали сейчас требовать QR-код, у нас работа прибавилась, и мы всем оказываем свою помощь, как найти QR-код. И сейчас как раз вот период переписи населения по России. Мы помогаем пожилым людям заполнять переписные листы. Из-за введенных ограничений постоянные читатели могут пользоваться электронной подпиской «Литрес», где, зарегистрировавшись, можно выбрать интересующую литературу. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. В республике продолжается перепись населения. В Хатасском наследии за этой ответственной статистической кампанией наблюдают 2 контролера, работают 10 переписчиков. Также в селе организованы 2 стационарных участка, куда желающие сами приходят и охотно отвечают на вопросы. Но все-таки с нынешней эпидобстановкой большинство жителей Наслега предпочитают электронный вариант, то есть через госуслуги сами отправляют сведения о себе и близких. Таким образом, на сегодняшний день в селе Хатасы переписано более 1700 жителей. Всего по плану переписчики должны посетить столько же адресов. В Амге почтили память ветерана тыла и педагогического труда, заслуженного учителя Якутской АССР, отличника народного просвещения Марии Широких. В память об учителе в Амгинском лицее имени Киринского открыли мемориальную доску. Мария Алексеевна работала учителем биологии, географии и химии на протяжении 68 лет. Она яркий пример для многих учителей подрастающего поколения. Мария Широких была чутким, внимательным и заботливым учителем, наставником для многих педагогов. В день открытия мемориала педагога теплыми словами вспоминали ее коллеги, ученики и родные. Мария Алексеевна Широких. Но возник спор, на какой школе именно это сделать. Ну и все-таки решили здание, в котором она работала, это лицей. Она здесь была лаборантом, в лаборантской, и мемориальная доска висит вот именно рядом с окнами лаборантской. Вот тут вот лаборантская находится. Я думаю, что это тоже значимо. На канале Якутия-24 мы продолжим обзор основных событий. Оставайтесь с нами.